25 апреля, 75-й день рождения, отметит лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Какой подарок и что в этот день приготовят его сторонники, а также инициативы партии ЛДПР, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Иван Константинович Сухарев, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Рады вас здесь видеть. Итак, что готовите Владимиру Вольфовичу к 25 апреля? К сожалению, весь список подарков я не буду оглашать. Но, как правило, это обязательно традиционный мед, чак-чак и кумыс, который Владимир Вольфович полюбил еще, проживая в Алмате, в Казахстане ныне. Он очень любит этот наш башкирский напиток, да и в целом любит Башкирию и ждет подарков от нашего отделения. Удмуртское отделение готовит свой подарок, но у нас из таких публичных мероприятий готовится футбольный турнир, детский, молодежный, товарищеский матч между детскими командами, который посвящен как раз 75-летию Владимира Вольфовича. И на этой игре будет присутствовать коллектив, который приедет со спецавтобусом ЛДПР из Москвы. Иван Константинович, как вы оцениваете роль и значение Владимира Жириновского в российской политике? Я оцениваю, конечно, его роль в российской политике очень высоко. И мы все видим те идеи, которые высказывались десятилетия назад, они реализуются сегодня. Мы все видим, как горит Восток, что происходит в мире. То есть это действительно пророк в своем отечестве, как назвал его Михаил Владимирович Дегтярев, который написал о нем книгу, и которая с подписью у меня находится в кабинете. Действительно великий человек, но оценку ему дали уже современники. То есть такое количество обращений и добрых слов, которое от народа исходит в его отношении, то есть в отношении других политиков, наверное, и не слышно. И рейтинг его, то есть понятно, что есть президент, есть премьер-министр, они постоянно на слуху, но именно народный рейтинг доверия, он показывает, насколько великий этот человек в России и в мире. Потому что я могу сказать, что в тот момент, когда мы пытались поехать в Грузию, то есть нас зазывали провести межпарламентскую ассамблею православия 3 года, грузинская сторона просила о том, чтобы мы у них, на их территории, провели это мероприятие. Мы согласились, решили провести, но меня не пускали в Грузию, потому что я был на инаугурации у Пушилина на Донбассе. И несмотря на то, что фотографий с моим участием не было, фамилия моя звучала, и, собственно говоря, у них есть определенное соглашение, согласно которого они не пускают после того, как ты побывал на якобы оккупированной территории. Меня не пускали, я сказал, что я буду вынужден доложить о ситуации Жириновскому. Через 2 часа мне позвонили и сказали, вопрос снят. Вот, пожалуйста, вам пример. Его уважают во всем мире. И когда он вышел на Красную площадь однажды, подошла женщина, как выяснилось, что вообще женщина из Калифорнии, американка, сказала, вы Жириновский. Про какого другого политика на протяжении такого количества времени так могут обращать внимание иностранцы, в том числе американцы? Ни на какого. Кроме, конечно, президента. Иван Константинович, давайте обсудим проекты партии ЛДПР. Один из них это предложение оплачиваемого отпуска для родителей, для отцов, у которых родились дети. С чем связана инициатива и почему это так важно? Вообще и семья, и дети, тем более молодые семьи, и те люди, которые решили завести детей, это всегда важно. Семья – это основа, но я имею в виду традиционная семья, это основа нашего общества, основа государства. Дети – наше будущее. И, конечно, наша партия, старейшая партия в истории России, нам через некоторое время, у нас тоже будет юбилей, 35 лет. Было 30, скоро 35. Партия всегда занималась этими вопросами. Ведь вопросы демографии – это очень важные вопросы. Великий Менделеев говорил, что к 2025 году население России должно составлять 550 миллионов человек. Но мы видим, к сожалению, где эти 400 миллионов. К
кто-то в могиле. Мы понимаем, что мы прошли очень сложный период, несколько революций, несколько войн мировых. И, конечно, это все не радует. И нам надо поддержать тех людей, которые решили завести семью, решили завести ребенка. И, конечно, после родов надо поддержать и мать, и ребенка. А кто может поддержать лучше, нежели отец? Понятно, что есть близкие, есть врачи. И такая возможность действительно предусмотрена и трудовым законодательством у нас. То есть она дает право, трудовое законодательство дает право взять отгул, но без содержания, неоплачиваемый так называемый отпуск, 5-дневный. Мы предлагаем эти 5 дней оплатить за счет работодателя. Это правильно, это направлено на поддержку молодых семей, но это наше будущее, дети, будущее России. Это вопрос национальной безопасности. И я направил запрос по этому предложению правительства. Мы надеемся на позитивную реакцию, потому что это действительно важное направление, которое надо поддерживать. Иван Константинович, в республике жители уже ждут, когда приедут агитационные автобусы ЛДПР. Когда ждать? Что запланировано? Запланировано посещение самых отдаленных наших уголков, куда раньше не добирался наш спецпоезд, так называемый агит-поезд ЛДПР, хотя агитацией он не занимается. Люди окрестили поезд добра, так же как и автобус добра, потому что действительно приносит добро, собирает обращения на Владимира Вольфовича, в том числе о материальной помощи. Вы можете прийти, обратиться, вам обязательно помогут. Сумма небольшая, 2, может быть 3 тысячи рублей, в зависимости от положения обратившегося. Но это серьезное подспорье для наших граждан. Ну и по любым волнующим проблемам ЖКХ, где-то правоохранительные органы бездействуют, дороги, освещение, собаки. Кстати, очень животрепещущая тема. Собаки нападают на наших граждан. Этим вопросом также мы занимаемся. По всем остальным вопросам также можно обратиться. Ну и получить подарок, конечно, в том числе семена, которые взрастут и помогут вам прокормить свою семью. Грядка Жириновского. Грядка Жириновского, да, которую мы неоднократно и вам в том числе дарили. Да, спасибо еще раз за весной эти это подарки. очень актуально. Иван Константинович, очень важная тема. Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру уполномоченного Москальковой. Вы также рассматриваетесь, вы также один из кандидатов. Во-первых, как вы оцениваете гражданские права у нас в России? Что нужно поменять? Какая ваша программа? Во-первых, хотел бы я начать с того, что я адвокат с приостановленным статусом. До избрания я был председателем коллегии адвокатов. То есть правозащитная деятельность у меня в крови, учитывая то, что мой отец тоже являлся адвокатом и является по сей день. С этой точки зрения. А депутат, он сам по себе правозащитник. И предоставлять документы о том, что ты вел какую-то правозащитную деятельность, депутату не надо, потому что он и так занимается правозащитной деятельностью. Уже на протяжении почти 10 лет я как депутат осуществляю эту деятельность. Тысячи обращений, не тысячи, десятки, а может быть даже и сотни тысяч обращений. Слава богу, нам удается помочь. Где-то из 100% мы берем 33%. Это тоже хороший результат для работы депутата, я считаю. Потому что только общаясь, встречаясь с людьми, можно узнать о тех проблемах, которые у них есть и в чем им можно помочь. Много проблем доставляют нашим гражданам банки, микрофинансовые организации, которые не являются субъектами закона об уполномоченном по правам человека. Мы хотим расширить этот список. Конечно, надо дать возможность нашим гражданам обращаться к уполномоченному через МФЦ, причем услуга должна быть бесплатной. А как вы видите эту схему? Человек приходит в МФЦ, а дальше это очень большие объемы? Что делать? Должна быть такая услуга. И об этом уже сейчас мы говорим. То есть даже при Татьяне Николаевне Москальковой уже эта тема обсуждается. Угу. Но в целом я считаю, что предложение это было моим. И после этого оно получило движение. Угу. На самом деле есть над чем работать. Права потерпевших. Кстати, Татьяна Николаевна, несмотря на то, что она генерал МВД, она подняла тему защиты прав потерпевших. Потому что мы зачастую обращаем внимание на тех, кто осужден, забывая о тех, кому нанесен вред преступлением. Не так давно мы выяснили
о существовании такой проблемы. Оказывается, в трудовой стаж, который в том числе используют для начисления потом пенсий, не включают стаж работы заключенных, которые находились в местах лишения свободы и работали в период до 1992 года. Но это крайне несправедливо. Мы выступаем за то, чтобы такие перегибы убрать. То есть они в одинаковых условиях с теми, кто отказывался от работы, таким образом не погашал ущерб от совершенного преступления. И ставим их в равные условия с теми, кто добросовестно работал и пытался погасить ущерб. Ну, где справедливость? Эти перегибы надо убирать. Есть большой фронт работ, в отношении которых уполномоченный, я считаю, должен проводить такую более серьезную работу. К сожалению, он один. И в частности, одно из изменений законодательства, которое мы планируем также внести и надеемся на поддержку парламентского большинства, это возможность делегировать полномочия, то есть по поручению уполномоченного человек может посещать те или иные исправительные учреждения, какие-то еще закрытые учреждения, в том числе больницы, потому что, к сожалению, уполномоченный один, а у нас только субъектов 85. Надо расширять список возможностей уполномоченного по правам человека. Проблем у нас хватает, но хочу сказать, что в Америке на самом деле ситуация с правами человека, как минимум, хуже, чем у нас, потому что у них, во-первых, отсутствует статья 51, то есть когда ты можешь не свидетельствовать против себя, против своих близких, а если ты сказал что-то неправильное, ты уже обманул правоохранительные органы, а лжесвидетельство — это уже отдельная статья. Поэтому строить иллюзии насчет того, что там на Западе все хорошо, а у нас все плохо, это неправильно. И я могу сказать, что ситуация, в том числе и в исправительных учреждениях, по сравнению с тем, что было в 90-е годы и сейчас, это небо и земля. Собственно говоря, не так давно я побывал в СИЗО в Печатниках, женское СИЗО, где есть больница, потому что там находятся женщины, в том числе с детьми. Больница, знаете, такую, может быть, и не увидишь у нас в субъекте детскую. То есть? СИЗО, то есть такой уровень. Высокий. Высокий уровень очень, да. Такого раньше и представить было невозможно. Где-то в следственном изоляторе, пусть даже в женском. Иван Константинович, это как минимум высокая степень доверия к вам, раз вы рассматриваетесь кандидатом на... Я еще являюсь и руководителем экспертной группы по общественным наблюдательным комиссиям, поэтому держим руку на пульсе. Да, и поэтому мы думаем, что и наши телезрители, которые посмотрят это интервью, захотят к вам обратиться, обязательно найдут вас в социальных сетях, либо обратятся в штаб партии ЛДПР. Советская, 18, в городе Уфе. Есть, да. Спасибо вам большое, будем ждать вас еще у нас в студии. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Это была программа интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня нашим гостем был Иван Сухарев, депутат Государственной Думы от партии ЛДПР.